добрый день. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Здравствуйте. Нурлан Хачханович, я, наверное, все-таки не ошибусь, если скажу, что проблемой города и на сегодняшний день, конечно, остается вопрос общественного транспорта. И сегодня вот я опираюсь на социальные сети. Многие горожане в социальных сетях уже начали писать, что некоторые опоздали на работу, некоторые сетуют, что вот с утра троллейбусы, автобусы приезжали на остановки с огромным интервалом. Вот хотелось бы первонаперво сейчас у вас поинтересоваться, в чем дело и как сегодня работает общественный транспорт. Я хочу честно сказать, вот буквально накануне водители общественного транспорта, в частности автобусов, которые курсируют по Бишкеку, выходили на митинг. С каким требованием, я не знаю, стоит ли это говорить или нет, но это касается кадровой политики. И многие горожане сегодня связывают отсутствие автобусов с тем, что вот из-за этого митинга водители, соответственно, не сели за руль своего автобуса и, соответственно, не выехали на городские линии. В чем дело? Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели. Конечно, это не так. Вы правильно отметили. Это, значит, внутренние производственные вопросы. Это митинги. И там, конечно, кадровые вопросы. Но это ни с чем не связано с митингом. В сегодняшний день, конечно, общественный транспорт, как в обычном режиме, работает. Но сразу можно отметить, что вот холода, зимний период, это значит, когда идет минусовая температура, все движения транспорта, помимо общественного транспорта, это специфика, скорости сбавляется. И вот здесь появляется интервал, чем обычного. Вот это надо отметить, потому что все выхода выполняются. То есть обычный выход, например, количество машин выезжает по маршруту, но у них вот интервал почему длиннее, потому что бывает медленная скорость. Вот поэтому количество машин остается, а интервал большой бывает. Конечно, вот здесь я отмечу, сегодняшний день город обслуживается двум муниципальным предприятиям. Это автобусный парк, троллейбусный парк и частные перевозчики. У них сегодня около 1500 бусов выезжает. Это сравнение тем годам, это, конечно, чуть-чуть маловато. А с чем это связано? Это связано тем, что вот сегодняшний день именно водители сегодня сегодняшний рынок, скажем, пассажирского транспорта, оно чуть-чуть неинтересное и нерентабельное. И вот ребята просто ищут другую работу. И вот здесь есть вопрос. Это, конечно, ни с чем с зимой или летом это не связано, это как бы общий вопрос. А автобусный парк, троллейбусный парк, как обычно, сегодняшний день выпускает, например, автобус от 90 до 120. Но в среднем 100 машин, это ежедневный выезд есть, например, на сегодняшний день. А троллейбус тоже до 130 выезжает. Сегодня у них есть где-то 115-120 троллейбусов на линии есть. Это вот на автобусном 11 маршрутов, троллейбусном тоже 11 маршрутов сегодня фиксируется. Нурлан Хачханович, да. Но получается, если мы возьмем обычные дни, то, как я понимаю, по столице курсируют около 100 автобусов, 115-120 троллейбусов. И несмотря на то, что зимний период уже настал, на улице минусовая температура, нет-нет, есть гололед, и по утрам, и, соответственно, уже ближе к вечеру, то вы сегодня можете уже с уверенностью сказать, что как в обычные дни курсируют, так и сегодня. Да, то есть конечно. Зимний период никоим образом не сыграл на то, что где-то автобус, может быть, простаивает, потому что он, может быть, шины водитель не поменял на зимнюю, или, может быть, там какие-либо еще другие причины. Да, в сегодняшний день такого особого вопроса нету подготовки к зиме, потому что шины как-то большой процент, я так скажу, наверное, уже все подготовлены, но это не грозит тем, что из-за шины в сегодняшний день машины такого выезда нету такого. И оно поэтапно все меняется до 100%. То есть есть такие моменты, это как сказать, круглогодичный процесс работы. И
И тем не менее, и по топливам, и вот система охлаждения, они все к зиму подготовлены, все эти необходимые там расходные материалы, все было приобретено в этих муниципальных предприятиях. Ну, я сейчас добавлю тогда, вот кроме муниципальных, и на участниках тоже мы с руководителями несколько раз вот такие совещания проводим, и, конечно, подготовка к зиме тоже мы официально с ними вот это все проработали, чтобы все эти подготавливали, потому что каждый водитель это должен сам подготавливать на участниках. И вот здесь должен быть самоконтроль. Конечно, с руководителя потом мы спросим. Здесь тоже есть как бы плановый выход на сегодняшний день, оно и тоже исполняется. Нурлан Качханович, но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вот последние годы нет-нет, вот из уст горожан звучит критика, определенного рода нарекания, почему городской транспорт не подготовили к зиме, почему должным образом столичная мэрия не подготовила к зиме ни автобусы, ни троллейбусы. Но это были нарекания прошлых лет. Что касается этого года, да, 2020-го, наступающего 2021, вы сегодня можете уже с уверенностью сказать, что городской транспорт к зиме подготовлен. Я просто отмечу за прошлый год, просто потому что, когда мы новые автобусы получали, у них резины там другие были. Да, вот помните, в прошлом году, по-моему, было, что я слышала, что когда поменяли шины, оказывается, были откуда куплены с Китая. Да. И вот эти вот шины, они не были подготовлены к нашему климату. И вы помните, была такая не очень простая ситуация. Тогда и такой вопрос был, и тогда и вот через неделю-два вот все вопросы тогда и было решено. Сегодняшний день, летом вот эти те новые с автобусом мы привезли, это была резина, они работали, а зимние вот это как раз мы поменяли на этот сезон. Нурлан Качханович, я тоже пользуюсь общественным транспортом, в особенности вот пользуюсь услугами общественного городского автобуса, да, не буду говорить, какой номер, но тем не менее. Очень, вот, который год можно заметить, знаете, какую ситуацию? Вот когда горожане заходят в автобус, конечно, видят, что печка не срабатывает. А печка что дает? Прежде всего, тепло. Да. И вот тоже в социальных сетях кыргызстанского сегмента можно услышать, что вот автобусы не работают, вернее, печки не работают в автобусах. Почему такая ситуация складывается? Что касается реалий сегодняшнего дня, Нурлан Качханович, что можете сказать? Все ли печки работают в общественном транспорте? Ну, здесь, конечно, от этого срока эксплуатации автобусов зависит, потому что у нас есть старые автобусы, на них, возможно, и будет некоторые неисправности, но мы в идеале все печки должны работать. Но это в идеале, но... Да, но есть такие моменты, но если так бывает, тогда день, например, то есть при выходе он будет обычно работать, но в течение процесса работы возможно печка отказать. Там есть поломки, есть такие мелкие причины технические, возможно, бывает, но в таких моментах он дорабатывает рейсы или дорабатывает вот такие до конечки, а потом он приезжает, печку он должен делать. Это вот текучесть. Это текучесть, потому что такой процесс бывает, потому что на старых машинах. Но если мы говорим о подготовке к зиме, вот если говорить о необходимых работах, например, о том, как проверены электропечи, например, в том же автобусе, да, отопители в транспорте, потом тоже вот бывает такая ситуация, когда сидишь вот в автобусе в зимний период и чувствуешь, когда передвигаешься по городу, когда дует с окон, да, дует из дверей. Насколько сегодня вот решен вопрос герметичности окон и дверей в салонах и кабине водителя, насколько проверено электрооборудование. Если электрооборудование исправно, то, соответственно, есть тепло в автобусе или, может быть, даже в том же троллейбусе. Конечно, да? тот же самый вопрос, потому что этих первых автобусов китайских вот герметичности не так было желать лучшего, потому что стекла были как-то вот с этими щелями были. Да. Вот такие моменты бывали. Потом мы утепляли. Вот, моменты были, каждый водитель, каждый свою машину утеплял и подготавливали. Ну, такие моменты тоже есть, но тем не менее каждый водитель, и когда подготавливает к зиму, вот эти все моменты должны исправлять и подготавливать.
Телефоны прямого эфира 39 21 90 и 39 19 33. Напомню, дорогие наши слушатели, что сегодня в программе мы говорим о том, насколько работа городского транспорта готова к зиме, не ожидает ли горожан зимой транспортный коллапс. И сегодня у нас в гостях, напомню, заместитель начальника управления городского транспорта мэрии города Бишкека Нурлан Атыканов. Мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио. Нурлан Хачханович, хочу сейчас вам зачитать комментарий нашего пользователя, который спрашивает, что предусмотрено в общественном транспорте для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Но этот вопрос всегда стоял вот таким вот, всегда, наверное, в приоритете городского транспорта. Нурлан Хачханович, независимо, зима это, лето, весна или осень, пожалуйста. Конечно, вот последнее время, вот когда мы закупаем автобусы, было, да, несколько таких вопросов в отношении ЛОВЗ было. Мы, как сказать, в этом году мы пытались вот получить 100 автобусов. Вот там на конструкциях оно должно быть с специальными пандусами для ЛОВЗ, то есть для колясочников. Но, к сожалению, в этом году вы все знаете, что в связи с пандемией вот это финансовые средства у нас, как сказать, не хватало, и в связи с этим мы на следующий год, возможно, и это получим. Но для ЛОВЗ, что должен предусмотреть, конечно, это первым делом это пандусу. Если, конечно, этот в конструкциях, оно в автобусах, именно из завода изготовителя, оно должен быть предусмотреться. И, конечно, площадка, низкий поль, это обозначение такое, что вот от бордюра сразу это должен в салон заходить человек. И специальная площадка для колясочников, чтобы приспособлением там прикрепиться. Такие моменты должны быть. Ну, конечно, есть такие моменты, должны быть там определенные знаки, и на этих салонах должно быть. Нурлан Хачханович, я не зря в начале нашей программы сказала, что проблема города – это общественный транспорт, и работа общественного транспорта сегодня, наверное, волнует любого горожанина, пользуется он общественным транспортом или нет. Вот, конечно, какая температура воздуха сегодня, вчера мне вам не нужно рассказывать, вы сами передвигаетесь по городу, знаете. Я вот сегодня утром была в одной из поликлиник городских, и когда готовилась к программе, я задалась таким вопросом, насколько наши горожане все-таки готовы, или не то, что готовы, насколько наши горожане нравятся или, может быть, довольны работой общественного транспорта. Давайте мы сейчас послушаем их мнение, которое я записала в городской поликлинике, после чего, конечно, продолжим наш разговор. Вчера скользкая дорога была, и пробки были, машин очень много. Но сегодня вот дороги чистые уже. Кар жааганда могу эмелер шоферлор алапайын таппай калды го. Жолдор тазаланбай калыптыр, чын эле даяр эмес экен да. Жөө жүргүнчүлөргө деле бир топ эле татаалдыктар болду, жумуштарга кечигишип. Ждем, что автобусы будут хорошо ходить, что они будут комфортные, комфортабельные, вот, чтобы не стоять по 20 минут. А то вчера вот мы тоже вышли, потом мы взяли место, чтобы ждать полчаса или там сколько, мы сели на такси, поехали, пенсионеры. Не совсем. Загруженность большая, особенно утренние и вечерние часы. Поэтому, конечно, хорошо, если бы увеличили парк. Да, нужно, скорее всего, ввести такую хорошую вещь, как отопление в автобусах. Недостаток общественного транспорта наших автобусов, что они очень долго выстаивают на некоторых остановках. Люди возмущаются, люди хотят быстрее попасть домой. Мне не очень нравится работа общественного транспорта. Ну, я думаю, что это тяжелая работа, неблагодарный труд, на который многие водители, может, не пойдут. Напомню, что это было мнение наших горожан. Вот озвучили они мне сегодня в городской поликлинике, вот кому я не подходила. Ну, сами прекрасно понимаете, что не всем нравится, да, не все довольны, но это жизнь, наверное, да, Нурлан Качканович. И опять же, видите, говорит о том, что вот отопление тоже упомянул один респондент. И другой говорит, что вот многие автобусы долго стоят на остановках, ну, не знаю, насколько это правда. Пожалуйста. Ну, конечно, это, как сказать, я отметил бы как бы чуть-чуть по-другому, да? Если, смотря как задавать вопрос, вот оттуда, кто хочет какой ответ получить, к этому
подгоняет вопрос. Я вот хотел бы вот так. Так. Сегодняшняя реалия, сегодняшний наш жизненный уровень, какова? И вся отрасль, это мы как бы, как сказать, подгоняется, да? Или как-то вот что есть, то есть, да? Но мы сегодня все, мы хотим улучшить. Мы все, и люди, население, горожане, мы все работники хотим что-то улучшить. Но мы стараемся все улучшить. Например, сравнение с прошлым, позапрошлым и дальше у нас улучшение потихоньку идет. Ну, вот здесь первый такой озвучка была, что вот скользкая дорога. Конечно, везде и развитых странах такое бывает. Не бывает идеально, потому что это природа. А мы сегодняшний, вот, буквально, вот, кто общественным транспортом занимается, да, мы, и кто с дорогами занимается, вот, в примере, да, мы с Тазалыком совместно работаем. То есть мы, где проходят автобусы, троллейбусы, мы заранее с ними предупреждаем, мы оговариваем, чтобы они тоже засыпкой занимались вот заранее. И что, возможно, успевает, то и делает Тазалык. В сегодняшний день у них тоже вот сегодняшнее производство есть, вот, налаженное. Потихоньку вот эта засыпка своевременно идет. Это тоже хорошо. Но каждым днем мы улучшаем же. И, конечно, есть такие моменты, вот столько армия водителей, вот со всеми не услышишь. Каждому каждый день говорим, это процесс. Вот такое нарушение не делать, такое не надо, вот такое, вот так. А текучесть тоже большая. Водителей учим, хорошие, качественные водители. 30 мертвая тишина в основных линиях. Почему? Потому что они уступают место на, как говорится, маршрутникам. Так, ну, неужели городской власти, да, наладит работу троллейбусного парка в течение 29 лет невозможно. Но для этого особого ума, я думаю, не надо. Я попытался звонить троллейбусное управление. Вот такой-то маршрут, во столько-то часов я простоял на такой-то остановке столько-то минут. Ноль. Ну хорошо, отчитываются, обещают, конечно, золотые горы, однако ничего не менять. Ну давайте хотя бы не ссылаясь на какое-то отсутствие шин, не ссылаясь на отсутствие дизельной топливы и все прочее, да? Давайте наладьте работу транспортного управления. Худо-бедно 115-120 троллейбусов у нас имеется. Но почему бы их наладить? Ну как чтобы они работали? Это первое, как говорится, наша первый ступень. А дальше, ну давайте, потом дальше будем хватать звезд с небес. Спасибо за это. Спасибо вам, Исян Мурза, за то, что позвонили. Пожалуйста, Нурлан Хачканович. Да, Исян Мурза правильно говорит, но я объяснил бы всем слушателям, что суть производства предприятий пассажирского транспорта. В сегодняшний день все пассажирские транспорты, оно в хозрасчете. Вот, например, все зависит от пассажиропотока, все зависит от выручки. Что мы получаем, на то и живем. Потому что сегодняшний день тариф, оно фиксированный, расходы большие, каждым днем расходы идут. И чтобы выручку поднять, они анализируют маршрут, и какое время, какие эти рейсы у них такой самый рентабельный. И под этим они подгоняют все рейсы. И когда оно совсем безлюдный рейс бывает, 2-3 человека, возможно, будет жалоба. Вот. Оно вся суть в этом. И, конечно, все мы, муниципалитет, пытаемся, чтобы отработать вот эти все рейсы полностью, но каким-то образом есть планы на каждый рейс, выручка, и водитель тоже умеряется вот здесь, чтобы у них не попал на шею вот этот недовоз. И поэтому они тоже вот именно на часы пик отрабатывают. И тем более есть текучесть водителей. В сегодняшний день такой вопрос тоже есть. Вот этот один из моментов такой сказал, что это как-то вот тяжелая работа, неблагодарная работа. Это тоже такая работа, но эту работу надо любить. И в сегодняшний день вот те работники, которые сотрудники в предприятиях, вот они самые такие, я сказал бы, патриоты. Потому что, невзирая погоды, не таких идеальных условиях, они работают, и семьи кормят, и людям добро делают. И тем более у них сегодняшний день на этого
зарплаты не на высоком уровне. Это тоже от выручки зависит. Потому что мы, государство, ни копейки не берем. Мы просто субсидии берем из-за льготников, потому что льготников бесплатно возится вот здесь. А льготники, оно дается именно на этот тариф. То есть на определенный тариф. То есть сумма дается на определенный тариф. То есть вы хотите сказать, что у вас большая текучка кадров? Имеете в виду водителей? Да, есть такое. Есть такое. Я же говорю, потому что каждый водитель надо учить его. А самый качественный водитель через год-полтора проявится. Это тоже время. Потому что все, не доезжая, вот посмотрит, потом нарушит, потом замечание послушает, потом скажет, это не мое, потом уходит. Потому что такие много вопросов. Напомню, телефоны 39 21 90 и 39 19 33. И вот хочу зачитать комментарии наших пользователей и вопросы. Нурлан Хачканович, которые пришли на нашу страничку Беренчи Радио в социальной сети Facebook. Вот Эрик Берег пишет, написал, правда, на государственном языке, но я сейчас переведу на русский язык. 110, 122, 180 и другие линии исчезли. Ну, имеется в виду, наверное, это маршрутные такси, бусики, да? Что можете сказать вот по этим вот? Вот я же сказал же, вот в предыдущих годах плановый выход, я вот так образно скажу, количество маршрутов намного больше было. Сегодня, вот я конкретно скажу тогда, вот плановый выход 2600 было в этом в предыдущих годах. Сегодняшний день плановый выход меньше 2000, где-то 1800, вот так. А на этот тоже сегодняшний день машин не хватает, выходит около 1500 от всего. Вот теперь смотрите, около 25 маршрутов, оно закрылся. Оно как закрылся? Просто водители ушли. В сегодняшний день нехватка водителей по городу. Это к чему? Все говорят, потому что жизнь дорожает, а сегодняшний день, что выручка они получают, они не оправдываются, и рентабельности нет. А те, которые маршруты сегодняшние работают, у них слаженные, которые имеют пассажиропоток большой, они вот так держатся. Потому что из-за... Есть же такой момент, что вот часы пик они отрабатывают, а такие рейсы, они как-то вот так должны отработать. А почему эти 110, 122, 180, они все самые хорошие маршруты были. Самые хорошие были. Тоже пассажиропоток был большой. Водители просто так ушли, потому что постепенно это стало нерентабельным. А мы не специально закрывали. То есть мы не говорили, что этот маршрут должен закрываться. Например, 25 маршрутов, вот в том числе эти они, вот так просто вот естественным образом остановились. Вот еще одна пользовательница Мадина пишет: во многих маршрутках очень холодно, почему не контролируете их? Мы мерзнем в них. 3 восклицательных знака. Нурлан Хачканович. Ну, здесь нам надо конкретизировать, например, а вот вообще вы со стороны городской мэрии, вот вы же сегодня представляете управление городского транспорта мэрии Бишкека, вы вообще имеете право проверить, что, например, в той или иной маршрутке не работает печка? Очень много щелей. Ну, давайте вы по этому вопросу чуть позже скажете. Вот режиссер показывает, что на связи с нами слушатель, который дозвонился посредством мобильного телефона. Давайте послушаем. Говорите. Здравствуйте. Добрый день. Я на киргизском. Да, пожалуйста. Нурлан Хачканович. Нурлан. Вот я житель города Бишкек шаарынын тургунумун. Келкамсуганда жашайм. 14 троллейбус менен жүрөм да. Анан мисалы теги Бөкөнбаев остановкасынан түшөм. Анан конечный остановкага чейин барам, например, так. Вот 8-ден кейін уже жоқ. 14 маршрут. После 8 утра вы имеете в виду? Вечера. Или вечера, так. После 8 вообще. Если келген күндө дагы биз паркка баратабыз деп дешет да. Конечныйга барбайт, а парк кетет. Вот ушуну баягы советтин убагында тиги саат 1ге чейин жүрүшүлөр троллейбус. Дежурный троллейбус деп. Азыр силер жанагы маршруттарды жоюп туруп, анан автобуска маршрут эме троллейбуска өтөбүз деп атасыңар. Андай болбойт. Анда эл көчөдө калат анда. Андай болсо.
маршрутканы жайдың албай эл көчөдө калат, потому что 8-ден кийин уже жок, уже автобус жок, троллейбус жок. Вот уже жағын карасаңар. Аксакал, атыңыз ким? Большая просьба. Как зовут вас? Аскар. Аскар Мырза. Пожалуйста, Нурлан Хайшканович. Аскар Мырза, мен мындай деп жооп берет элем да, мени угуп атсаңыз, кичине мурдараак баягы хозрасчет боюнча айтып эле да, ар бир предприятие өздөрүн өзү багып иштешет. Сиз туура айтасыз, союздун убагында плановый жумуштар болуп, рейстер толук аткарылып, баягы госплан деген бар эмес беле? Ошонун негизинде баардык запчасттар убагында алынып, плановый жумуштар кылынчу да. Бүгүнкү күндө ошол жумуштардын баардыгы по факту кылынып калган да. Анан эми сиз айткандай, биз маршруттардын баарын жоебуз деген жокпуз бул жерде. Биз центральный көчөлөрдү разгрузка кылып, автобус менен троллейбусту коюп, андан кийин баягы жанагындай жанындагы параллельный көчөлөргө ошол бустарды ошол жерден дубляжын азайтып туруп эле кайра иштетип беребиз. Анан баягы новостройкалар жакта дагы көп суранычтар бүгүнкү күндө ошол жактарга баягы максимальный акцент коелу дегенбиз маршруткалар боюнча. А так маршруткалар булар полностью жок болуп кетпейт. Сиз туура эле болжолдогондой, ар бир автобустун, троллейбустун маршрутунда альтернативный баягы микроавтобустун маршруттары болушу керек. Анткени сиз айткандай бир пешеходный доступность деп коебуз, баягы жөө барып, тиги остановкадан тиги өзүңүзгө бара турган направлениядагы маршрутту таап отуруп кетсеңиз болот. Анткени ошол эле остановка болбосо, кийинки бир остановкада сиздин направлениядагы маршруттук каттам болуш керек. Биз маршрутту сетти түзүп атканда ошонун баардыгын эске алабыз. Анан, конечно, жанагы автобус, троллейбустар өздөрүнүн доходун көбөйтүш үчүн, анан пассажир потоктун санын карап туруп, ошол жерде рейстерин азайтышы мүмкүн. Мен аны өйдө да түшүндүрүп айттым. Анан эгерде ушул рейсте, например, анализ кылып турушат отдел эксплуатациядан, суроо талап көп болсо, анда бул жанагы 8ден кийинки рейстерди кээ бир троллейбустарда карап коюшат. Бирок интервалдары чоңураак болуп калат. 9-10 чейин иштеген тиги каттамдар бар. 11 чейин иштеген каттамдар. Ал жерде пассажир поток деп коебуз. Баягы өзүнүн баягы клиенттери көбүрөөк рейстерде автобус, троллейбуска карабай эле, саатына карабай эле алар иштегенге коюп койсо болот. Мындай баягы ыкмалар ар бир каттамдын өзүнө тиешелүү рейстери менен белгиленип, ошондой бекитилет. Телефоны прямого эфира 39 21 90 и 39 19 33. На связи с нами еще один слушатель. Говорите. Алло. Мы слушаем. Отасың дейр, инамы саламатсыңар. Саламатчылык. Мен антағы балама суроо берейин деп атам. Тиги ушу маршруттардын чоңдору булар. Ооба. Эми балам сага айтарым мындай болот. Мына 195 деген жүрөт. Мына Орто Сайдан кетет, анан барып тетиги Бөкөнбаевтан бурулуп кетет. Ошол бурулганда Бөкөнбаев менен кетет экен дагы кайра келетканда Московский, ошону кайра келетканда же ошондой кылып койбойсуңар. Бул ошону лагленкадан өткөрүп эле кайра ошондой келтирип койсоңор болот беле. Бул биринчи суроом. Экинчи мына бар мен 4-микрорайондо турам. Базардан келген 193, 144 баары ушундай жүрөт, баары чыгып эле Акынбаевага түшөт. А жерде светофордон качып Койбагарыбагы бурулат, бүтүн Койбагарыба да бурулуп атат азыр светофордон качып. Ушу жерде 144 деле Койбагарыба буруп койсоңор болот беле. 193 базарга караганда баштыгыбыз менен салбырап жүрөбүз. Баарын тыгылыштырып эле ошентип айдай бербей. Ушуну бир Койбагарыба ушу көчөлөрдү жакшы билген балдар болсо болот эле да балам. Вопрос понятен. Ошол балам ойлонуп көргүлөчү. Рахмат. Рахмат, Эжеке. Давайте ну, трубочку положила, давайте послушаем еще одного нашего слушателя. Саламатчылык, угатабыз. Мен жогоруда кеткен аксакалды айтып элем, троллейбус автобустар саат 8-де жок. Онан бүтүнүштө электик аксакал айтканда жөө калат, жанагы маршруттарды азайтсаңар дагы алатын үчүн иштедик. Ал биринчи вопрос. Экинчи вопрос, бизде Алматыда камптын маршруткалар управляемый эчким кылмак болгон. Биз жерде 4 катар турат машина менен проезд возможно. Вопрос понятен? Анан дагы 22-28 маршрут. Саат 5-тен жок болуп кетет.
Ертең қалай жүрсек, қалай жоқ, бұлар істейміз, сонда сұрап беріңдер. Вопросы понятны. Спасибо вам огромное за то, что позвонили. Пожалуйста, Нурлан Хачканович. Анда бул аксакалга жооп беребен сразу. Биринчи вопрос баягы 8ден кийин жок дегенге кошулган болуп атпайбы? Мен бул вопросту баягы биринчи түшүндүрүп айттым эле да. Анан дагы кошумча айтып коеюн, баягы ар бир каттамды биз отдельно специфика кылып карап көрсөк болот кечкисин. Бул баягы сороо талаптан пайда болот. Бул караса болот. А так негизги жооп тигиндей баягы рентабельный рейсти тандашат да, анан ошого жараша болот. Анан азыр баягы буну конкретизировать этип карап көрсөк болот. Бул маселе боюнча ар бир каттамдын өзү боюнча предприятиянын өзүнө кайрылса, анда биз дагы кошулуп карап чыгабыз. Анан эми Жибек Жоо Алматинкадагы пригородный маршруттар деп коебуз. Кстати, вечная проблема, Нурлан Хачканович. Сколько лет уже? Вечный вопрос. Да, это уже больше 10 лет такой, как сказать, непонятные вещи для горожан, и для людей, и для перевозчиков, и для пассажиров. Да? Вот этот вопрос сегодняшний день мы, как сказать, у нас не идет как бы взаимодействие с чуйскими перевозчиками. Чуйские перевозчики относятся к Минтрансу, мы мэрия. У нас есть нормативный документ, черте города, как должен проезжать чуйский транспорт. А чуйский транспорт, чуйские агентства, это при Минтрансе, вот этот вопрос они не хотят признавать. И вот здесь есть большая сила, которая вот нам вот препятствует делать. Мы как раз этим вопросом вот буквально вчера у мэра и у примера этого вице-мэра обсуждали. Вот на календарный план вопрос поставили. Мы хотим выйти сейчас на новое руководство Минтранса и обсуждать совместно с городом и чуйским перевозчиком вот эти все вопросы решать. Потому что мы трижды пытались со стороны Минтранса, я вот могу вот просто вот так официально сказать, что вот они как бы на взаимодействие не идет. Вот этот вопрос мы в ближайшее время должны еще раз рассмотреть и точку поставить. А вот насчет 228-го, вот это тоже один из таких маршрутов, которые вот на сегодняшний день вот вздыхает. Я скажу, вот просто ребята оттуда уходят. Вот самый такой маршрут. Эми бул эжекенин вопросторуна жооп берип коеюн анда. 195 маршрутту лагерненкага салып айландырып койгула деп атпайбы? Бул жерде эжеке туура айтат. 154 деп кетпеди. Бул жерде 174 деген маршрут иштечи. Эжеке бир аз кичине жаңылып. Ошол 174 жана жабылып калган маршруттардын бири. Бүгүнкү күндө проект бар бизде. Ошол Лайвиненко менен жана инфекционный больницаны аралатып кеткен. Азыр биз жакын арада ошол нормативдерди бүтүрүп атабыз. Бул бир кайсы убакыт деп айта албайм, бирок бул 174 проектиси менен маршрут кайра иштейт буюрса. Ошону биз азыр жаңы бир перевозчиктерди тандап, ошолорго берген жатабыз, иштеп бергиле деп. Анан эми бул 4-ч микрорайондо жана Койба кароо менен пробкада тияка качып айдап кетип атат деп атпайбы? Бул 193 менен 144-түн өзүнүн схемасы бар, бирок жана жерде нарушение кылышып атат. Мен бул эки маршрутту жетекчилерин чакыртып туруп, дагы бир сыйра карап, анан эжеке айткандай, Койба кароо көчөсү общественный транспортка, если ГАИ менен согласовать этип туруп, возможно десе, биз жүргүзүп беребиз. Анткени безопасность боюнча Койба кароо кичине уз керек, эгерде невозможно болсо, анда айла жок. Бул вопросту караса болот. Зачитаю комментарии и вопросы наших пользователей. Нурлан Хачканович. Вот Фатима Джусуповна Джаманбаева пишет. Я хочу поблагодарить руководителей и водителей маршрута троллейбуса 5 и 7 и автобусы 6 и 7. Дай Аллах им здоровья, долгих лет жизни, успеха и терпения. Просьба была бы лучше, если бы зимой добавили троллейбусов 7-го маршрута и особенно требовали чистоту. Хотя чистота залог здоровья, это понятно, и о чистоте говорить можно не только зимой, но буквально каждый день, в любое время года. Пожалуйста.
Ну, конечно, эти маршруты, хорошие маршруты, мы вот именно предприятия, вот эти отделы эксплуатации, именно дорожить этим маршрутом, потому что туда хорошие, качественные водители, и они вот, каждый день на контроле. Вот именно на чистоту, я сказал, вот троллейбусное управление и автобусное, они вот каждый день, ежедневно вот эти все процедуры делают. У них есть специальные мойщики, они ждут, когда это заезжает автобус и троллейбус, и они каждый день вот так вот эти все частоту должен поддерживать. Ну вот просьбу она выразила, было бы хорошо, если бы зимой добавили троллейбусы 7-го маршрута. Реально это сделать? Ну, в принципе, да, теоретически реально. Но здесь тоже к этому подходит рентабельность рейсов. Если я скажу этому троллейбусникам. Передадите, да? Вот еще один пользователь пишет. Периодически появлялись в СМИ сообщения, что водители общественного транспорта во время вождения разговаривали по телефону. Это отвлекает их от дороги, а с началом зимнего периода эта проблема более актуальна. Культура вождения будет усиливаться? Ну, конечно, это первым делом, когда водители на работу идут, первым делом, первый вводный инструктаж об этом идет. Именно культурное поведение водителя и в отношении пассажира. Вот если такое, это тоже на сегодняшний день в кодексе есть, это как нарушение идет. Если такое будет фиксироваться, фискальные органы будут штрафовать. Это самому водителю это как бы неохотно это делать. Ну, не фискальные, наверное, а правоохранительные, имеется в виду управление патрульной милиции, да? Ну вот смотрите, Нурлан Хачканович, я вот сама вижу, что водители автобусов очень часто разговаривают посредством мобильного телефона. Я вот, когда сижу, например, в маршрутном такси или сижу, например, в такси, я когда вижу эту картину, мне, например, очень страшно. Почему? Потому что вот наш слушатель, наверное, прав, что это вот проблема особенно встает в зимний период, потому что скользко, нужно внимание водителя, да, и если вдруг водитель отвлечется вот именно вот в такой момент, то о какой безопасности может идти речь? Я, конечно, понимаю, что вы проводите инструктаж, информационно-разъяснительную беседу с водителями, но, тем не менее, такой факт остается, к сожалению, фактом и на сегодняшний день. Что делать? Да, будем контролировать. Ну, я скажу... Конечно, телефоны вы у них забрать не сможете. Не сможем, да. Они на конечках придут, должен разговаривать с кем-то. Вот именно. А вот когда самые близкие, наверное, звонят, наверное, да, они вот здесь, наверное, отвечают, но здесь это нарушение. Ну, да. Нурлан Хачканович, вот у нас, вы сказали, сейчас на линии курсируют около 100 автобусов, да, если так вот возьмем. Более точно я не знаю, назовете или нет, но дело не в этом. Вообще, вот если мы сейчас, или городской транспорт перешел вот к зимнему периоду, то автобусы у нас работают на чем? На дизельном топливе, на газе, или, может быть, на бензине АИ-80 или 92? Сегодняшний день, да, сегодняшнего они все на дизеле были, но все знаете, уже новые машины, они на газе. Это природный газ, метан, оно безопасный, экологически чистый. Вот последние вот 60 автобусов, еще ранее 10 автобусов, они на газе были. То есть они на газе работают сегодня. А до этого все автобусы, которые из Китая... То есть, получается, сейчас автобусов нет, которые работают смешанные, да? Да, те старые модели на дизеле работают, а те новые все на газе работают. Ну, всем как информацию вот в автобусном парке, вот, где Кустанайский, там есть АГМКС, это газовая заправка. Это мы через «Газпром» получаем. И вот такая... И предыдущие все остальные будут на газе. То есть постепенно на газе будут все. Я почему про дизельное топливо это спросила? Потому что зимой бывает же, что солярка может замерзнуть, и поэтому многие водители заливают зимнюю солярку, чтобы потом, зимнее топливо, чтобы оно потом не замерзло. И поэтому спрашиваю, вот такие опасения могут быть? Да, нет, есть такое опасение, но мы к этому уже подготавливаемся. Там есть присадки, всякие эти смеси. Мы это тоже как бы сегодняшний день имеем сейчас к подготовке к зиме. Если будет вот как бы погоду смотрим каждый день, если будет такое, то, конечно, будем эти применять. У нас остается считанные минуты до конца программы, Нурлан Хачканович. Я еще раз хочу сказать, что все мы пользователи общественного транспорта, если вдруг я буду недовольна, например,
ну или водителям, или, может быть, если я в зимний период села, например, в автобус, не работает печка, мне холодно или дует, куда я могу обратиться или куда я могу пожаловаться? Ладно, рабочие дни нам пускай звонят, это 53 36 48, это вот у нас дежурный телефон, это, как сказать, горячий телефон, все жалобы туда мы фиксируем. Конечно, есть 185-я служба, это вот постоянно, это мэрии. И есть телефоны этого автобусного, троллейбусного и этого каждого диспетчерской службы. Они круглосуточные. Я одно сегодня понимаю, Нурлан Качканович, что зима и проблемы, которые создаются зимою, да, это, конечно, может быть неизбежный фактор для нашего города. И, конечно же, качественная работа общественного транспорта не ограничивается, как я понимаю, только лишь подготовкой и обслуживанием автобусов, троллейбусов в зимнее время. Здесь есть, наверное, слаженная работа, будем надеяться, и для смежных структур, это коммунальные службы, вот муниципальное предприятие Тазалык, это управление патрульной милиции. Но одно можно сказать точно, и я думаю, здесь вы, наверное, тоже дадите вот такую гарантию, что общественный транспорт зимой в городе не встанет. Не встанет, будет работать. Да, и вот помните, слушатель сказал, что жить в ожидании транспортного коллапса очень опасно. Поэтому о транспортном коллапсе, может быть, речи и не идет сегодня, но тем не менее вы сегодня заверением отметили, что управление городского транспорта все эти проблемы, проблемы контролирует, и все-таки вы сегодня выразили заверение в том, что общественный транспорт будет работать слаженно, без никаких проволочек. Слушателям тоже хотел бы добавить, что всем спасибо, что такое интересуется. И надо надеяться хорошее, не надо вот так плохое видеть, надо вот хорошее надо чувствовать, хорошее надо... Жить с оптимизмом. Да, притягивать, и все у нас будет получиться. Спасибо. Время нашей программы, к сожалению, завершается. У нас сегодня в программе был заместитель начальника управления городского транспорта мэрии города Бишкека Нурлан Атыканов. Это была программа «Актуальный разговор». Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беренчи радио.